Середина осени. Это значит, что совсем скоро в Абхазии начнется сезон цитрусовых. Сбор солнечных плодов еще не начался, но уже есть прогнозы. В этом году ожидается урожай в 35 тысяч тонн. Меньше, чем в прошлом году. Все зависит от цикличности и погодных условий, говорят специалисты. Однако это не влияет на аромат и вкус плодов. Абхазские мандарины отличаются от мандаринов из других стран, например, Турции, Китая, Перу, Марокко. Это подтверждают и инфлюенсеры. Так, российский блогер Зоркий провел расследование. Среди 7 видов оранжевого плода безоговорочный лидер по сочетанию вкуса, аромата и текстуры – абхазский мандарин. В Сочи, недалеко от границы, абхазские мандарины сегодня продают от 55-60 рублей за килограмм. В других российских городах цена взлетает до 150 рублей за кило. Таможенная стоимость товара составляет 83 рубля за килограмм. Все на сегодня в зависимости от НДС, которая сегодня таможенная стоимость товара рассчитывается сегодня пока по 83 рубля. Но есть предпосылки к тому, что это все будет пересмотрено, и я сейчас не могу точно сказать, но порядка 60 рублей должно быть. Это 83 рубля, получается, за килограмм, за цитрус? Это таможенная стоимость товара, откуда высчитывается НДС. 10% НДС, значит, на российской стороне НДС платится из 83 рублей, это 8,30. Поэтому сейчас работаем над тем, все озадачены, чтобы эта таможенная стоимость устаканилась и была порядка 50-60 рублей. На сегодняшний день, по моей информации, по границе то, что проходит цитрусы, в общей сложности обе стороны границы обходятся в 11 рублей. По данным таможенного комитета, на сегодняшний день из Абхазии экспортировано более 818 тонн мандаринов. Это на 351 тонну больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, увеличены и другие поставки осенних плодов. Созрели уже раньше, чем обычный у нас урожай, и вот начался вывоз этих наших цитрусовых. Что касается других товаров, это фейхоа. 301 тонна, на 38 тонн больше. Это хурма, 64 тонны, вывезено на 30 тонн больше, чем в прошлом году. И лимоны, 35 тонн. В прошлом году было всего 10 тонн. То есть фактически здесь видно значительный прирост. Что касается киви и апельсинов, то они идут на том же уровне, что и в прошлом году. Вывезено по 3 тонны. Что и тогда, что и сейчас. Проблем с экспортом цитрусовых и осенних фруктов на границе нет. На недавнем совещании с участием правоохранительных структур, Минсельхоза, Госстандарта и карантинной службы президент Бадрагунпа поручил оказать максимальное содействие крестьянам в реализации сельхозпродуктов. Каждый сезон, значит, контроль за вывозом цитрусовых плодов, да и не только цитрусов, все остальное осуществляет Государственный таможенный комитет. Оплата производится в размере 0,1% от стоимости. Это было установлено в свое время правительством республики, незначительная сумма. Вот. Но самое главное – это оформление этого груза и отсутствие задержек на государственной границе. Помимо таможенного комитета, еще работают службы такие, как Госстандарт и карантинная служба. Вот мы все оформляем четко, грамотно, и по времени все сокращено, потому что мы понимаем, что это одна из основных статей дохода наших граждан, да, и вот с нетерпением ждут цитрусовый сезон. Пока вот такие цифры, которые на сегодняшний день есть. Российская сторона тоже идет на встречу, понимая, что это относится к категории скоропортящихся груза, поэтому там тоже оформление происходит очень быстро. На КПП ПСО создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию с экспортом цитрусовых культур урожая 2025 года. По поручению президента, которое было 10 октября, усилить контроль в сфере экспорта цитрусовых, мною было собрано совещание на посту ПСО, где были даны поручения о том, чтобы усилить контроль, чтобы наши граждане спокойно могли перевозить цитрусы и реализовывать их в дальнейшем в Российской Федерации.
Пик мандаринового сезона приходится на декабрь, когда все спешат вывести цитрусы к Новому году. Далее мандарины вывозятся небольшими партиями вплоть до марта. Гугуца Вардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.